Салам алейкум, хурматлы милләттәшләр, хаумалы достар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня я хотел бы с вами поговорить о количестве погибших людей из Республики Башкортостан на войне в Украине и как по-другому могло бы быть, если бы, скажем, эти силы использовать в правильных, скажем, направлениях, да, в правильных целях. Итак, на сегодняшний день, буквально на конец года, уже официально подтверждено, что больше 4000 человек погибло из Республики Башкортостан на войне в Украине. Прошлый год заканчивался с цифрой что-то около 1700. То есть почти в 3 раза количество погибших увеличилось у нас в Республике Башкортостан только за год. Почему так происходит? Ну, большая часть, конечно, это те люди, которые пошли воевать по контракту за деньги. Много из них мобилизованных, которых еще мобилизовали в 2022 году. Ну и все это сказывается. Буквально сегодня Ради Хабиров подписал указ о том, что он увеличивает выплаты контрактникам. Сейчас единовременная выплата контрактникам увеличивается до 2 миллионов рублей. Ежемесячная выплата идет им как зарплата, да, 200, по-моему, 5 или 210 тысяч. И, как они говорят, что за год можно получить сумму в 4,5 миллиона. Но, как правило, год там никто не проживает на этой войне. Максимум от 1 месяца до 3 месяцев. И все. Почему? Потому что их там практически никого не готовят воевать. Их отправляют в учебку максимум на 5-10 дней на какой-нибудь полигон, они там постреляют, побегают. Их тут же отправляют в мясной штурм, где практически их всех убивают. Ну, это такая статистика, можно посмотреть в том же самом Телеграме «Ищи своих Башкортостан». Там очень много примеров, где человек от месяца до 3 месяцев подписал контракт в марте, в июне уже убили. В июне подписал, в июле убили. В июле подписал, в сентябре убили. Но очень мало живут. Поэтому такое большое количество погибших. И рассуждая здесь о том, что 4000 погибших, давайте посчитаем и порассуждаем, куда бы могли использоваться эти силы, если бы они были направлены в правильных целях. 4000, если у нас Республика Башкортостан 4 миллиона, да, и 3 крупных народа, русские, башкиры, татары, примерно где-то по 1/3. По 1/3 это распределены количество, то есть башкир, татар, русских. Если эти 4000 тоже поделить по 1/3, то выходит примерно по 1300 русских, башкир и татар. Ну и там еще 10% на другие народы. Итого 1300 башкир. Если еще сюда включить те, кто неофициально, которые еще не подтверждены смерти, без вести пропавших и так далее, в общей сложности набежит где-то до 2000. До 2000 башкир, с учетом тех башкир, чистых башкир, которые погибли из Челябинской области, из Оренбургской области, то есть со Свердловской области какая-то часть. В общей сложности, грубо говоря, 2000. Возьмем цифру, это 2000 башкир погибло на данный момент где-то на войне с Украиной. Что такое 2000 человек? Эти 2000 человек можно было бы использовать, еще раз говорю, допустим, для того, чтобы захватить власть в Республике Башкортостан, установить контроль и сделать ее независимой. Как пример, вам пример из операции по высадке на Кубу Фиделя Кастро. Фидель Кастро высадился на Кубу с отрядом 82 человека. 82 человека всего. И то, когда они высаживались, их правительственные войска, кубинские правительственные войска ждали, открыли по ним огонь. Плюс там еще был шторм, там их разметало, высадилось, в итоге высадилось и сумело сохраниться всего 12 человек. Они там спрятались глубоко в горах и уже оттуда начали действовать. 12 человек. Но почему они победили? Они победили, через год они захватили власть полностью на всей Кубе. Потому что к ним в отряд начало вливаться местное население. Они шли к ним сотнями, тысячами. Люди хотели участвовать в отрядах Фиделя Кастро. И буквально через короткое время его 12 человек превратилось в десятки тысяч
бойцов, которые в итоге захватили власть в Кубе и установили свой контроль, свою власть. Или возьмем нашу историю башкирскую, когда Заки Валиди в Первой Башкирской республике начали основывать армию. Тогда отряд под командованием нашего, там их несколько было, да, там Идельбаев был, которых потом расстреляли в Баймаке. Так вот, они когда приехали в Баймак, вообще в Заурале, скажем так, собирать башкир, и их первых расстреляли, это вызвало огромное возмущение, и потом башкиры просто начали стекаться просто сотнями, десятками, тысячами. В итоге очень быстро набралась армия в 15 тысяч человек. Вот Амир Карамышев у нас здесь есть, и висит его портрет. Амир Карамышев это был тот, кто основал эту армию. Он буквально, то есть, этим занимался. Люди, как сам описывает Заки Валиди в своих воспоминаниях, люди сами охотно шли добровольцами в башкирскую армию. Приходилось даже некоторых отсеивать. Но люди сами шли, люди хотели. Почему? Потому что они были готовы. Они готовы были воевать за свою республику, за свою первую башкирскую республику. И если учитывать, что вот эти 2000 человек все равно уже погибли, и если бы они воевали бы, положили бы свои жизни за башкирскую республику, сегодня 100% республика Башкортостан была бы уже свободной, независимым государством. Они бы зашли, если бы им там оказали сопротивление, Росгвардия, ОМОН, СОБР и так далее, там башкирские, все равно бы, я уверен, что их поддержало бы местное население, начало бы вливаться, и разбив все эти правительственные силы, был бы установлен контроль, к власти пришли бы демократические силы, и была бы объявлена независимость. 2000 это вот так хватило бы. Но эти 2000 умерли за что? За яхты Алины Кабаевой, за то, чтобы Путин на своем золотом унитазе еще дольше сидел во власти, чтобы Карине Хабирова покупала там белье какое-то там итальянское, чтобы Ради Хабиров сидел во власти, продолжал репрессировать башкир. Вот за что сегодня погибли эти башкиры наши. За то, чтобы наш башкирский язык уничтожался и так далее. Нужно правильно выбирать цели. Некоторые скажут, что они там воевали за деньги, кто бы платил бы деньги здесь. Да, возможно, не платили бы, но они бы погибли бы за будущее своих детей. Их дети, их внуки уже жили бы в независимом, свободном, демократическом Башкортостане, и это стоит дороже, чем какие-то там 200 тысяч условных в месяц или там 2 миллиона там единоразовых выплат. Это стоит дороже. Будущее твоих детей и внуков стоит дороже, чем вот эти вот выплаты на крови. Поэтому я уверен, что в будущем так и будет. Когда произойдет час X, дойдется сила, зайдет эта сила в Республику Башкортостан и просто начнет двигаться в сторону Уфы, захватывая, беря под контроль территории. Но для этого нужно, чтобы население башкирское поддержало. А для того, чтобы население башкирское поддержало эти отряды, нужно сегодня уже говорить о том, что независимость лучше, чем зависимость от Москвы. Что свобода, демократия – это лучше, чем террор, чем запрет любых демонстраций, запрет свободы слова, запрет независимых СМИ. Еще раз говорю, жить в независимом, свободном, демократическом государстве всегда лучше. У нас все есть для того, чтобы жить счастливо, богато и свободно. Просто нам нужно освободиться, скинуть ярмо вот этих вот имперцев, которые сегодня нами рулят, через своих гауляйтеров, таких как Хабиров и Назаров. Поэтому доносите до своих друзей, до своих близких и знакомых, что нам нужна независимость. И когда наступит час X, мы все должны поддержать эту независимость, выйти один раз, выйти и победить.
Спасибо на этом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, распространяйте это видео, пишите в комментариях, будем обсуждать. Хау было?